Фикрят Табеев был самым молодым первым секретарем обкома партии. С его именем связывают развитие нефтяной и нефтехимической промышленности, машиностроения в Татарстане. Татария сегодня стала крупнейшей базой нефтяной и нефтехимической промышленности, высокоразвитым аграрно-индустриальным краем. Только в последнее время построенный Казанский завод органического синтеза, Нижнекамский нефтехимический комбинат синтетического каучука, строится шинный завод, сооружается автомобильный завод «Гигант», растет Нижнекамский гидроузел. Претворяя в жизнь решение 23-го съезда партии, край становится крупным энергопромышленным центром страны. Основан Нижнекамск с крупными химическими заводами, построена Камская ГЭС, Заинская ГРЭС, КАМАЗ, Казанёргсинтез, возведены цирк, Татарский академический драматический театр имени Камала, дворец спорта, центральный стадион, здание Госсовета, новые корпуса Казанского университета, дворец химиков, гостиница «Татарстан». Коллективы строителей и монтажников Камского автозавода и Нижнекамского нефтехимического комбината сделает все, чтобы достойно выполнить постановление Политбюро ЦК КПСС и Совета министров СССР по сооружению первой очереди автогиганта и смежных производств на Каме. Позвольте вам пожелать в этом деле больших успехов. Новшество, которое мы ввели. Мы нынче вводим такой термин «табеевец», почетный табеевец. Если человек мотивирован, если он занимается спортом, хорошо учится, общественной работой занимается, благотворительностью занимается. И тогда мы на день рождения Табеева определенных людей будем торжественно вручать значок «Почетный табеевец». Пополняется штаб, расширяется, все первокурсники к нам. Если он на первом курсе, если у него там татар, башкир, знакомых нет, он сразу у нас находит друзей, юристов, врачей, и уже он по-другому себя ощущает в Москве, так как у него татары, башкиры, большое количество знакомых, друзей, с кем он, конечно же, начинает общаться, потому что нас тянет друг друга на генетическом уровне. Возможно, это его бизнес-партнеры, возможно, это у него друзья, а может быть и семейные узы. Вот. Поэтому, значит, мы хотим нынче, чтобы над первокурсниками взяли шефство старшекурсники, 3-4 курс, чтобы брал шефство над первым курсом, и чтобы они их вводили в эту общественную жизнь, в эту благотворительную жизнь, в эту духовность, чтобы вот с мусульманством связано, чтобы шефство они брали над первокурсниками. Также мы на первом курсе хотим нынче сделать акцент на том, чтобы они узнали, с каких краев их бабушки, дедушки, кем они были во время войны, или танкистом он был, если погиб, то как погиб. И вот это хотим, чтобы вот это вот первокурсники нам это все рассказывали, чтобы они знали своих, значит, участников войны, знали предков своих. Это все в пространстве, во времени, чтобы они себя правильно ощущали. Вот первокурсники. И, конечно же, у нас неотъемлемая часть, которую мы с первокурсниками разговариваем, это мы обсуждаем их мечту. Вот от мечты складывается потом вектор жизни. Кем они себя видят через 30 лет, через 50 лет. И во время обсуждения этой мечты, конечно же, акцент у нас идет на духовность, иман поднять, рух поднять, татарство поднять. Вот что мы обсуждаем. Чтобы он мечтал потом быть богатым, быть известным, быть влиятельным для того, чтобы помогать татарской нации. Татария. Край большой нефти и химии, энергетики и машиностроения. Отвечая на обращение Центрального комитета нашей партии, трудящиеся татарии приняли высокий встречный план. Слово первому секретарю Татарского областного комитета партии Фикряту Ахмеджановичу Табееву. Товарищи, трудящиеся Татарской Республики успешно завершили программу третьего решающего года пятилетки и с хорошим рабочим настроением приступили к решению задач 1974 года. Как и повсюду в нашей стране, большой душевный отклик и горячую поддержку встретили у трудящихся татарий решение декабрьского пленума ЦК, обращение Центрального комитета нашей партии и к советскому народу. 4-й год пятилетки начался для республики с большого радостного события. Нашей республике вручен 3-й орден, орден Дружбы народов.